Сыктывкар, столица Коми-республики, отправная точка нашего путешествия на север, где исторически сложилась взаимосвязь двух народов – Коми и русского. С Уральских гор в Ледовитый океан неторопливо течет Печора. В средней своей части принимает она воды притоков Ижмы и Цельмы. Здесь, на северо-западной околице республики, лежат в соседстве два района – исконный Коми, Ижемский, и Усть-Цилимский, Русский. Основание Усть-Цильмы старые документы приписывают новгородскому землепроходцу XVI века Ивашке Ластке, открывшему сюда путь землякам-раскольникам. В те же годы на месте старых кочевий возникает Коми-село Ижма. Доброе соперничество и поддержка в трудные времена связали с тех пор оба народа, вошли в их песни и сказания, в их общую историю. В годы советской власти эта связь стала более тесной, братской. На стенах ижемских и цилимских домов звезды и фамилии рядом. Это память о тех, кто не вернулся с фронтов Отечественной. В музеях сел бережно сохранены их вещи и документы. Первым героем Советского Союза на Северном фронте стал усть-цилимский парень Василий Кисляков. Но еще раньше прошел по землям соседей Передний фронт в годы революции и гражданской войны. Об этом рассказывает поколениям множество памятников и обелисков. Жизнь этих старожилов и ветеранов, можно сказать, соткана из событий. Да и семьи их отметили уже золотой юбилей, вырастив по 10 и более детей. В Цильме это Носовы, Тирановы, Батмановы, Чупровы. В Ижме – Артеевы, Хатанзейские, Филипповы, Рочевы. Не семьи даже, а династии. Добрый и желанный гость в усть-цилимских домах эта женщина. Сохранила много жизней, помогла вырасти детей здоровыми. Народный врач СССР Ксения Петровна Усягина. Жизнь сурового северного края истори связана с рекой. Вошла в песни Печора-кормилица, Печора – золотое дно. Подводные крылья привычно уживаются со старым надежным транспортом, просмоленной, проконопаченной лодкой. Рыбный промысел старинный, но и в наши дни кормятся им жители сел.
Миллионы рублей вложены за последние годы в развитие села. Растет вклад животноводов Ижмы и Усть-Цыльмы в продовольственную программу. Многими нитями связаны хозяйства соседей. У одних сырье, у других переработка. Продукция молочных и сыроваренных заводов отправляется в геологические партии, к нефтяникам и в другие промыслово-исследовательские экспедиции на севере республики. Оленеводство по-прежнему одна из ведущих хозяйственных отраслей в припечорских селах. Олень – это и средство передвижения, это и мясо, и одежда, и обувь. Летом в тундре вместе с родителями живут и дети. Приобщаются к нелегкому труду оленеводов, который потом наследуют. Зимой они учатся в интернатах. Нет ничего красочнее этого августовского дня, традиционного дня оленевода. Оленеводством занимаются в краю Коми, замшевый завод стоит на земле Усть-Цыльмы. Счет продукции идет на квадратные дециметры, настолько она ценна. Изделия из меха, замши, велюра, сувениры с национальными орнаментами пользуются спросом не только в наших магазинах, но и за рубежом. Известны печорские села не одним прикладным творчеством, но и самобытным искусством песни, старинными национальными обрядами, не угасшими и по сию пору. Вглядитесь в золото и шелк ижемских шалей, иной 100, а иной и поболее лет. И передают эту драгоценность от прабабушек к внучкам, как и песню, как и пословицу. Я платок напил.
Ижемскому народному ансамблю песни и танца аплодировали в Москве и Ленинграде, в Венгрии и Болгарии. А у соседей Усть-Цильмская горка, ежегодный июльский праздник, знаменующий начало сенокосной поры. Горку во всем ее великолепии не перенесешь на сцену, не покажешь в дальнем краю. Нет семьи в селе, чтобы не приняла в ней участие. 150-200 артистов. И гостей поистине из всех волостей, из столицы, с Урала, из Прибалтики. Богатые парчевые наряды соперничают по возрасту с ижемскими шалями, надеваются раз в год и снова укладываются в сундуки. Летит песня из Усть-Цильмы в Ижму, и эхом возвращается обратно. Две дочери у Печоры-матушки – Цильма и Ижма. Обе труженицы, обе песенницы.